В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте, смотрите сегодня в программе. Полная мобилизация противопожарных сил. Режим чрезвычайной ситуации могут ввести сразу в нескольких районах республики. Долгожданный объект. В Якутии начали строить мост через реку Малая Бутуобая. Взять под особый контроль. Государственная инспекция по маломерным судам проверила несанкционированные места для купания. Есть ли нарушения? Экономить на процентах. Во время ипотечных каникул россиян освободят от налога для физических лиц. Выработать практические рекомендации. Участники международной конференции обсудят проблемы и перспективы развития Арктики. Красоты природных ландшафтов. Почему река Чульман стала местом для любителей экстрима? Режим чрезвычайной ситуации муниципального значения могут объявить в нескольких районах Якутии, в частности, в Верхоянском, Усть-Алданском и Нюрбинском. Введение там особого положения необходимо не только для мобилизации противопожарных сил, но и для возможности выделить муниципалитетам денежные средства из резервного фонда республики на локализацию, ликвидацию пожаров и защиту населенных пунктов. Кроме того, главам центральных и заречных районов рекомендовано заранее подготовить и провести разъяснительную работу с населением. На территории Верхоянского района 12 пожаров, из них 5 локализовано и 10 пожаров они возле населенных пунктов. Поэтому мы приняли решение объявить ЧС межмуниципального характера, чтобы мы могли оказать поддержку из республиканского бюджета. До этого мы выделяли 10 тонн топлива, мотопомпы. Но в силу того, что муниципалитет уже не могут собственные источники использовать на организацию защиты населенных пунктов и тушения пожаров, мы окажем поддержку из республиканского бюджета, из резервного фонда. Сейчас Министерство чрезвычайных ситуаций и МВД ищут виновника пожара в Верхоянском районе. По данным пресс-службы Минэкологии, установлено причастное лицо, обвиняемое в неосторожном обращении с огнем. Отметим, что помимо лесного массива огнем уничтожено и повреждено имущество граждан на сумму более 1 миллиона рублей. Общий ущерб еще пока не установлен. А в Алданском районе по-прежнему продолжается работа по восстановлению дамбы на втором участке русла реки Талая. Их планируют завершить в ближайшие сутки. Руслоотводный канал пришлось сооружать практически заново. Репортаж Руслана Павлова. В Алданском районе заканчивается ликвидация последствий загрязнения рек Талая и Якокит. Второй разрыв на бортовой дамбе руслоотводного канала в долине реки Талая оказался сложнее первого. Пришлось подтянуть на место событий дополнительную горную технику. Для того, чтобы ликвидировать тот размыв, который был обнаружен ниже устья реки Талая, мы обратились к компании «Селигдар» за помощью предоставления тяжелой техники. Компания пошла нам навстречу. На сегодняшний день выделили нам тяжелый бульдозер, который усилил наши работы. Как уже отмечали специалисты, загрязнение водоемов не отразилось на биоресурсах. На месте источника загрязнения реки Талая и далее с следующего дня, 15 июня, в среднем и нижнем течении, то есть получается бассейна реки Якокит, и далее в устьевой части реки Алдан, то есть гибель водных биологических ресурсов не обнаружена. Результаты исследования проб воды, которые были отобраны, профильное министерство пока не озвучивает. Между тем, вода в реках чистая. По данным экологов районной администрации, основные укрепительные работы завершены. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Между тем, мост через реку Малая Бутуобая, который соединит Мирнинский и Сунтарский районы, построят уже в октябре 2020 года. Ранее на инвестиционном форуме, который завершился на днях в Мирном, компания «ВОЗ-Тип Спецмонтаж» представила макет объекта. Специалисты уже приступили к строительным работам. Для этого у подрядчика есть все необходимые ресурсы. Штат квалифицированных сотрудников, насчитывающий 700 человек и более 300 единиц спецтехники для оперативного выполнения работ. Загруженность паромов, причалов и ведущих к ним подъездных путей теперь можно отслеживать онлайн. На паромной переправе Якутска заработали камеры видеонаблюдения. Через какое приложение можно следить за ситуацией и сколько камер уже установлено в районе Даркалаха, расскажет Руслан Варламов.
Онлайн-видеонаблюдение поможет лучше ориентироваться на паромной переправе, в реальном времени видеть загруженность паромов, прилегающих дорог, а следовательно уменьшить ажиотаж в самые пиковые часы. В эти дни специалистами Республиканского центра инфокоммуникационных технологий на паромной переправе Якутска было установлено 7 видеокамер. В темное время суток камеры работают в инфракрасном диапазоне. Скорость передачи данных составляет не менее 25 кадров в секунду, что создает высокое качество изображения формата HD. Важными сегментами данного комплекса являются системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также видеонаблюдение мест общественного скопления людей. В ближайшие дни видео с причалов будет также доступно в мобильных приложениях «Умный паром» и «Бест паром». Кроме этого, в данных приложениях можно использовать функционал мониторинга расписания движения паромов, а также узнать стоимость самих билетов. В ближайшее время запланирована установка подобных систем видеонаблюдения уже на противоположной стороне реки Лена в Нижнем Бестяхе. Соответственно, в июле месяце будут проведены соответствующие работы. Напомним, данная система установлена в целях обеспечения общественного порядка и удобства ориентирования в очередях. Руслан Варламов, Георгий Григорьев, Якутск. Несанкционированные места для купания взяты под особый контроль. В эти дни инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проводят рейдовые мероприятия на водных объектах столицы. Есть ли нарушения? Обо всем и по порядку расскажет Дмитрий Тымыров. Сейчас месячник идет по безопасности. Это не оборудовано для купания место. Есть 202 микрорайон. В ближайшее время он откроется, но вот здесь вот распишитесь. Проведем профилактику по безопасности на водных объектах. 203-й микрорайон в период жарких летних дней стал излюбленным местом для горожан. Именно здесь сегодня инспекторы ГИМС проводили профилактическую беседу с населением. На данный момент на территории Республики Саха-Якутия проводится месячник по безопасности на водных объектах. Также каждая последняя неделя месяца проводится акция «Вода. Безопасная территория». В рамках этой акции проводятся рейды взаимодействующими структурами. Сегодня, как отметили инспекторы, на территории города нет официально открытых мест, где разрешено купаться. Городской пляж на 202-м микрорайоне столицы еще официально не открыт. Но, несмотря на это, руководство пляжа все же контролирует ситуацию на своей территории. Люди все равно купаются, но мы все равно сидим на посту, следим. Буйки поставили, охрана и спасатели на 2 вышках стоят. Все как положено. Пляж планируем открыть к середине недели, а так как сейчас идут подготовительные работы, документы все сдали, Роспотребнадзор и санэпидемстанции анализы взяли. После приемка ГИМСа где-то в середине недели должны официально открыться. А пока и территория городского пляжа тоже находится под пристальным вниманием инспекторов ГИМС. В целом подобные рейды в эти дни будут проводиться на территории всего города Якутска. В первую очередь это район Петуховки. Люди массово собираются в этом районе. Также остров Хатыстах, городская протока. Подходной канал Якутского речного порта тоже очень опасное место. С начала купального сезона на территории города не зафиксированы несчастные случаи на воде. Инспекторы ГИМС напоминают горожанам быть внимательными на водных объектах и не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. А взрослое население просят не подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Экономить на процентах во время ипотечных каникул россиян освободят от налога для физических лиц. Выработать практические рекомендации. Участники международной конференции обсудят проблемы и перспективы развития Арктики. Красоты природных ландшафтов. Почему река Чульман стала местом для любителей экстрима. В эфире Якутия-24. Главные итоги уходящего дня.
Россиян освободят от НДФЛ во время ипотечных каникул. При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах физическим лицам не придется платить налог. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний. Документ предлагает дать гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, возможность приостановить на полгода выплату ипотечного кредита. Кроме того, по желанию заемщика можно не приостановить платежи, а уменьшить их размер. Другой законопроект Нижней палаты парламента может изменить правила выплаты детских пособий. Это касается критерия нуждаемости в ежемесячной выплате в связи с рождением первого и второго ребенка, то есть увеличение с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. По плану изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года. На реализацию предлагаемых изменений потребуются дополнительные расходы федерального бюджета. Это позволит увеличить в 2020 году число получателей выплат на 359 тысяч в связи с рождением первого ребенка и на 410 тысяч в связи с рождением второго ребенка. Всего на выплаты семьям из бюджета будут выделены дополнительные средства в размере 16 миллиардов рублей. Обсудить проблемы и перспективы развития Арктики намерены участники международной конференции «Языки коренных народов как фактор устойчивого развития Арктики». Мероприятие пройдет на этой неделе в Якутске. Цель конференции – выработка практических рекомендаций по формированию стратегии устойчивого развития Арктики, ревитализации исчезающих языков и культуры. По итогам конференции планируется издание сборника материалов. В правительстве Якутии назвали стоимость обеспечения стабильного и надежного газоснабжения Центрального района республики. Для этого необходимо строительство газопровода Кызылсыр-84, который обойдется в 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Власти региона уже направили соответствующие письма в адрес председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Также активно ведется работа с Министерством развития Дальнего Востока и Министерством энергетики России. Помимо этого, в программу газификации населенных пунктов до 2022 года входит строительство и реконструкция других не менее важных веток. Газотранспортная система предусматривает, то есть наши планы по ее модернизации, повышению надежности, рассматривают вопросы строительства газопровода, реконструкции Тас-Тумус, например, до города Покровска, до Хатасы-Павловск, строительство ГРС, в том числе, например, одно из мероприятий, которые можно было бы здесь озвучить в городе Актемцы. То есть это связано было одно из наводнений, которое мы прекрасно знаем, было несколько лет назад, с развитием села, и необходимо эту газораспределительную станцию вынести за пределы территории населенного пункта. Проблемы энергоэффективности и безопасности сегодня обсудили ученые со всей страны. В Якутске открылась научно-практическая конференция «Теплофизика и энергетика арктических и субарктических территорий». Форум проводится уже в 14-й раз. В этом году посвящен памяти теплофизика мерзлотоведа Рева Гаврилева. Все подробности у наших корреспондентов. Нахождение нетрадиционных источников энергии – основная задача, которую предстоит решить человечеству. Проблема энергобезопасности особенно остро стоит в Арктике. Процветание региона напрямую зависит от развития энергетической инфраструктуры. Решением этого вопроса сегодня занимаются как теплофизики, так и энергетики. Для того, чтобы нам жить в северных условиях, для того, чтобы знать и делать прогнозы, без теплофизики это сделать совершенно трудно. И поэтому энергетика и теплофизика, они связаны. Эти проблемы сохранения или проблемы использования различных нетрадиционных методов получения энергии, вот этому посвящена наша сегодняшняя конференция. Еще одна важнейшая проблема, но уже в масштабах страны – угроза энергетическому экспорту России. Сейчас более половины всего производства энергоресурсов уходит за рубеж, а это негативно сказывается на экономике страны. По мнению академика Алексея Макарова, решить проблему можно, увеличив эффективность энергопотребления. Интенсификация энергосбережения – это то, что породит новые инвестиции. Инвестиции во всех сферах, без исключения сферах нашей экономики. И это даст мультипликативный толчок развитию смежных сфер.
Первоочередная задача для Якутии – это бесперебойная подача энергии и тепла потребителям. В рамках конференции Институт физико-технических проблем Севера и компания «Якутская энерго» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает 8 основных положений. В первую очередь это и режим на балансовые расчеты, это режимы по экономике, режимы по приросту потребления в Республике Саха-Якутия. Это применение новых источников энергии, возобновляемых источников энергии, применение новых материалов, которые у нас традиционно институт разрабатывает для эксплуатации именно в суровых наших климатических условиях. Конференция «Теплофизика и энергетика арктических и субарктических территорий» – уникальная площадка для общения и обмена опытом ведущих ученых и специалистов страны. Их работы помогут развитию республики и российской науки. Анастасия Кобызева, Денис Тишин, Григорий Охлопков, Джолстан Иннокентьев, Якутск. Новый арт-объект «Железный человек-парикмахер» появился на одной из центральных улиц Ленска. Фигура изготовлена из отработанных деталей автомобилей. В единую инсталляцию сплелись части коробки передач, ходовой части и других систем импортных и отечественных автомобилей. Автор композиции – известный в городе художник Алексей Цадяков. Отдельные запчасти, работающие в стиле «Steam». Панк скульптор искал сам. Некоторые приносили жители. Алексею оставалось лишь обработать детали под покраску и включить фантазию, чтобы собрать всю эту железную массу в единое целое. Работы по созданию скульптуры железного парикмахера заняли более месяца. Ну и в процессе уже как бы сформировался образ такой, полный, четкий образ. Это должен быть однозначно человек, ну, вернее, скульптура с атрибутами парикмахера. Ну и, соответственно, дальше пошло-поехало. Налепилось большое количество металла, и получился вот такой вот забавный парикмахер. Ну а жители столицы в эти дни могут насладиться кипением сирени. В Национальном художественном музее республики заработала выставка «В моем саду». Московские художницы из группы 4D, восхищаясь обычной реальностью, которая окружает нас на природе, во дворе и саду, запечатлели всю красоту лета в своих картинах. Ей вдохновилась и готова поделиться Ольга Башук. Группа 4D – это 4 художницы, 4 души и 4 абсолютно не похожие друг на друга направления живописи. Одна из участниц передвижного выставочного проекта Ольга Тихонова пишет натюрморты с различными цветами и фруктами. Энергетика жаркого солнечного дня с его атрибутами присутствует и на картине «Сладкие ароматы лета». Здесь показано не только какое-то летнее или позитивное настроение, но и такой символ плодородия, я бы сказала. У нас выставка и группа наша женская. Это тема цветения, плодородия, детства. Она нам очень близка. И как художникам, и как женщинам. Еще одна художница из группы 4D большое предпочтение отдает четким линиям и показу форм с помощью цвета. Виктория Осьмеркина, внучка выдающегося художника Александра Осьмеркина, работает в технике масляной живописи в стиле поэтического кубизма. Вдохновение для написания картин Виктория ищет на даче в Подмосковье. Красота природы нашей подмосковной, ее разнообразие, они меня вдохновляют каждый день. И у меня есть 2 работы. Вот это «Цветет шиповник» и работа «Ожидание». Они написаны практически в одном месте, потому что за шиповником изображена баня. Это утилитарное здание, где мы каждую пятницу и субботу мы паримся. Это такая у нас традиция. И одна из моих невесток приехала, будучи в положении. Ей, естественно, нельзя было эту процедуру проходить. Она просто ожидала супруга. И я ее зарисовала, а потом написала работу. Московские художницы безвозмездно пополняют фонды музеев, в которых были со своей выставкой. Так уже более 70 картин участниц группы 4D обрели свой дом в Хакасии, Кемерово, Новокузнецке, на Алтае и не только. Мы предоставляем некую возможность музею выбрать что-то, и уже из этих работ мы вместе, советуясь, решаем, что отдать. Потому что у каждого музея своя коллекция, у каждого своя направленность, и кому-то нужны натюрморты. Вот, как нам сказали, здесь они очень рады получить натюрморты. Здесь они очень рады получить воду мою. Побывав с выставкой в 12 крупных городах России, художницы не хотят останавливаться. Экспозицию уже ждут в Хабаровске, куда группа 4D отправится этой осенью. А жители города Якутска смогут прочувствовать солнечное летнее настроение выставки до августа в выставочном зале Национального художественного музея республики. Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск.
Река Чульман в Нерюнгринском районе остается в центре внимания общественников. Красоту нетронутой природы омрачают предприятия, которые сливают отходы производства. Насколько серьезная ситуация, решили узнать наши коллеги из Южной Якутии, отправившись в экосплав. Экосплав из 13 человек на 3 лодках и 2 катамаранах начали свой путь по главному водному пути Чульман от города Нерюнгри, где находится мост через реку. Точка Б, до которой мы планировали дойти, поселок Чульман. Впрочем, это самый популярный вид сплава для жителей Нерюнгринского района. Капризная южноякутская погода благоволила нам. Плюс 28 градусов. Пройдем мимо реки Нерюнгринка, посмотрим, какова она там. И, само собой, пройдем мимо ручья Дежневка. Там остановимся, возьмем пробу воды. Ну и, в принципе, совместим приятное с полезным. Попытаемся отдохнуть этим хорошим летним днем и сделать полезное дело. Чульман в переводе с эвенкийского языка означает «чул» – синий, ян – гора. Можно предположить, что это река, текущая с синих гор. Если посмотреть на юго-запад от города, где берет свое начало Нерюнгринская река, то виден горный хребет, окрашенный сине-голубым цветом. Первая остановка на слиянии с рекой Нерюнгринка – это та самая речушка, в которую идет слив от шлакоотстойника угольной компании «Якутуголь». На левом берегу Чульмана построены основные промышленные предприятия: обогатительная фабрика Нерюнгринская, ремонтно-механический завод, автобаза АТА, разрез Нерюнгринский. Наглядно видно, как именно в этом отрезке реки вода приобретает другой цвет. На 30% если это самое, убирает там ночную шлам. А остальное куда? Все в речку. И периодически все лето и зиму тихо сбрасывает. То есть Якутуголь тоже поддает туда? Еще как поддает. По пути мы остановились и варили чай из трав, воду для которого набирали из чистейших ручьев. 4 компонента. Самый главный компонент – это родниковая вода, которая ни одна заварка не может перебить вкус родниковой воды. Ну а потом чебрец, пятилистник или курильский чай и черная смородина. Сплавляясь по реке Чульман, мы не могли налюбоваться красивейшими берегами. То скалы, возвышающиеся почти до неба, то мягкие низины. И сложно было удержаться, не подняться на самую высокую точку нашего маршрута, где мы и проводили самый долгий закат 21 июня. Вечер, пейзажи, закат. Сегодня самый длинный день в году. И настроение просто шикарное. Далее путь пролегал до ручья Дежневка, в который впадают шахтные воды от другого промышленника – компании «Колмар». Печально, но мы воочию увидели страшную картину. Если там вначале все еще было чисто, более-менее, и рыбка плескалась, мы ее лично видели, то здесь мы наблюдаем горестную картину. Проплыв по реке Чульман, мы посмотрели на голубую, местами не очень, воду своими глазами. Ощутили силу реки, запомнили красоту окружающей природы. Более подробный материал о сплаве по реке смотрите на нашем канале в ближайшее время. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее о наиболее заметных и значимых событиях Алданского района расскажет моя коллега Татьяна Вахнина. А я на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Здравствуйте! В СУЗах Алдана начали работу приемные комиссии. Выпускники школ могут освоить профессию в Алданском политехникуме или медицинском колледже. В этом году в работу приемных комиссий внесены изменения. Так, в политехникум теперь можно поступить дистанционно, зарегистрировавшись на сайте госуслуги и отправив копии по интернету. А медколледж откроет двери выпускникам 9 классов. На базе общего среднего образования 25 человек будут изучать сестринское дело. Это, конечно, очень отрадно, потому как на базе 9 из года в год очень много желающих, но набор вот этот впервые. За 2 декады июня в больнице обратились 15 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 2 детей. Из этих 15 прививки получили всего 2. Многие ошибочно полагают, что если отказаться от походов на природу, кровососущие не страшны. Нападениям клещей граждане подвергаются как в лесных массивах, так и в черте города. Извлеченные клещи направляются в лабораторию Якутска. В этом году был выявлен 1 клещ, зараженный вирусом энцефалита. Зараженные клещи у нас выявляются ежегодно, то есть опасность заболеть после укуса клещом у нас в районе реально существует. В Алданском районе завершился семинар по вопросам участия общественности в снижении экологических рисков при развитии промышленности в Якутии. Экология – дело каждого. Эта мысль явилась ключевой.
Представители Республиканского центра экологического просвещения ЭГЭ и специалисты Центра поддержки научных программ и грантов Северо-Восточного федерального университета призвали членов некоммерческих организаций разрабатывать проекты экологической направленности. Сегодня программ, реализуемых НКО в сфере защиты окружающей среды, недостаточно. Наступили уже те времена, когда это не дело только профессионалов. И поэтому нам, общественности, необходимо действительно хорошо подготовиться для того, чтобы быть реальной силой, поддержкой, государственным природоохранным органам. В последнюю субботу июня на местности Сывыки алданцы встретят якутское лето. Множеством нот и красок заиграет чарующий колорит праздника Исых. Через убранство, кухню и фольклор раскроются все грани культуры народа Саха. Северное гостеприимство славится теплотой и щедростью. В дни праздника Исых принято веселиться и радоваться. Представления, концерты, спортивные состязания, творческие конкурсы. На гулянии каждому будет на что посмотреть. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.